Макась, 99-й на футболке у Мамо Янсане. Свисток от площади, выбивает мяч, но не так уж далеко. А вот Бочинок, дальше на Макарова. Макаров, посмотрите, как зрячий в одно касание переправлял на Макася, и только длинные ноги Егора Филипенко этому попрепятствовали. Мамо Янсане в штрафной площади. Первый удар в сторону ворот. Сергей Александр Бочинок, прошел он там практически беспрепятственно середину поля, но дальше уже ближе к оборонительному ряду там Батэ его встречают. А вот Карповича никто не встречает. Первый момент, удар. Арбитр не поднимает, не зажигает флажок. 1-0 в нашем матче. Совершенно как-то ниоткуда этот гол взялся. Выходят гости вперед. Ну и встрепенуть борисовчан. Должны они показать, кто на Капской арене хозяин за чемпионство. А у кого пока всего лишь 7-я строчка в турнирной таблице. Глеба. Ну и посмотрим, удастся ли проявить себя 13-му номеру Ислачи. Драгун тем временем навешивает штрафную. Скавыш в одно касание. И вот он, первый чудо-сейф от Егора Хаткевича. И первый угловой мы с вами увидим в матче. Молниеносно атака развивалась по левому флангу. И посмотрите, как здорово Скавыш в одно касание дает прорваться по правому флангу борисовской атаки. И раз за разом бессмертному вместо обостряющей передачи приходится делать пас назад. А вот сейчас кросс в штрафную удался. И в одно касание Боян Дубаевич. Не было положения вне игры. Если бы знал, больше агрессии хочется видеть в исполнении хозяев в атаке. Может быть, сейчас получится. Бессмертный справа. Навешивает на дальнюю штангу. Боян Дубаевич пробивает. И кто там? Заносит кто-то из партнеров мяч в ворота. Классная атака получилась. Бессмертный навесил в штрафную площадь. Боян Дубаевич сбросил этот мяч вдоль вратарской линии. И буквально занесли гол головой. Егор Хаткевич показывает, что некое там повреждение в этом моменте он получил. Но все вроде в порядке, поднимается. Яблонский бессмертный, навес в штрафную площадь. И тут Александр Бочинок. Казалось бы, невысокого росточка, но вот исхитрился и здорово первой головой сыграл. Мяч выбил из своей штрафной. Недалеко мяч улетает. Капитович мягко на Скавыша. Апеллируют хозяева к арбитру. Мол, мой мяч попал в руку кому-то из защитников Волков. Но Дмитриев совершенно за голову партнеру в шеренгу. Именно что-то похожее было в исполнении. И сейчас Скавыш 1 на 1 с Хаткевичем. Удар! Егор Хаткевич! Вот это сейф! Посмотрите, как он здорово сыграл ногой. Ну что ж, Михаил Мархель, может быть, стоит уже Хаткевича вторым голкипером-то на скамеечку запасных посадить. Ну, в сегодняшнем матче здорово. Александр Филиппович здесь с мячом. На Евгения Яблонского. Дальше Бага. Боян Дубаевич, да, подхватывает этот мяч. И посмотрите, уже 4 футболиста Батэ в штрафной площади. Волков и гол! Максим Скавыш. Вот это голевое чутье. Передача за спину защитников пошла. Казалось бы, Егор Хаткевич должен играть по этому мячу на выходе. Но постелился в подкате такого Максим Скавыш. И затолкал этот мяч в ворота. 2-1. Был Александр Глеб. Ну, бывает и такое. Отскок от газона не очень привычный. И такое впечатление, что это был полудеревянный футболист. Ну а очередной сейф от Хаткевича в дальний угол. Ну, постелился голкипер Ислачи. Мяч этот потянул. Бага на перехвате. Не удалось Карповича пробросить. И уже Александр Глеб устремляется к штрафной площади. Передача на Макася. Удар! Гол! Александр Макась! Дубль в сегодняшней встрече. Ну посмотрите, что сотворил Александр Глеб. Подхватил мяч, продвинулся к штрафной площади и пас конфетку выложил на ногу 27-му номеру Ислачи Александру Макасю. И 2-2 в нашей игре. Только я говорил о том, что волков надо бояться. И блеск. Пенальти на 8-й минуте. Стасевич навешивает штрафную. Выпрыгивали футболисты обеих команд на этот верховой мяч. Но ислачцы оказались выше и удачнее. А вот на подборе Максим Скавыш пробивал по воротам Хаткевича. И снова мяч заметался. Атака продолжается. И
Очередной удар, очередной выстрел, ну очень уж высоко. Евро 2020 с Германией и товарищеская игра с Черногорией. А тем временем Ислач в атаке. Удар от Мамо Янсане. Классно он выпрыгнул выше всех, взвылся в воздух и в одно касание в дальний угол так пробивал. Мне кажется, зря чунялось. 2-2 домашняя встреча Волков закончилась. И эту встречу тоже обслуживал Дмитрий Дмитриев. И дальний удар от Евгения Яблонского. Хаткевич на чеку. Падению и поставит пенальти рефери. Почему бы и нет. Макась в одно касание на Янсане. Нет вне игры. Удар. 3-2. Мамо Янсане забивает гол. Что творит Ислач? Что творят волки? Вы посмотрите, как классно разыграли. Ну, я отмечу, конечно, передачу Александра Макася. В одно касание, зная, куда будет врываться Мамо Янсане, отдавал передачу Александр Макас. Свист на трибунах Борисов-арены. 2-3 впереди Ислач, которая не позволяет борисовчанам обыграть себя, ну, практически на протяжении уже 2 лет. На концовочку. Глеб навешивает штрафную, там выпрыгивает Макаси. Удар, гол! Что происходит? Ислач ведет в Борисове 4-2. Вы могли это представить, вы могли об этом подумать. Ну, я просто не нахожу слов. Ну, сколько у защитников Батэ было таких угловых, было таких навесов. Ну, то ли это потеря концентрации, то ли это, ну, такая уж прыть гостевой дружины. Выбирайте сами, но 4-2. Безобидная ситуация. Борис Капитович на Эрвейна Мукама. Ну, неужели сейчас не было пенальти? Ну, все тут взывают к небу, все взывают к судье Дмитриеву. Меньше болельщиков на трибунах Борисов-арены. Конец матча 2-4. Сенсационная историческая победа Ислачи в Борисове на Борисов-арене при предводительстве.